Александр Матвеев, специалист группы СББ. Вот я сегодня в костюме Вячеслава Михайловича полностью. Вот. Слава Зайцев. Я участвовал у него в показах, то, что высокий рост, и он шил мне костюмы. Не так много, но эти костюмы были очень интересные, потому что из-за высокого роста сложно было найти такие костюмы. И мне написали юмористический номер для программы «Аншлаг», и номер был о модели. Я думаю, костюм должен быть, наверное, действительно, чтобы номер выстрелил, костюм должен быть от Славы Зайцева. И уже зная его и участвуя в его показах, я пришел к нему и говорю: Вячеслав Михайлович, нужно сделать костюм. Я не знаю, я ему прочитал номер, ему понравилось, он смеялся. Давайте вот что-то такое придумаем, потому что это на ваше усмотрение. Должен быть очень яркий такой костюм, потому что номер про модель, там много юмора. Он подобрал из своих костюмов мне образ, буквально собрал из разных элементов. Вячеслав Михайлович, сколько же это стоит? Говорит, очень дорого стоит, очень. Говорю, мне, наверное, даже не потянуть это. Говорит, возьми. Говорю, я говорю, повыступаю и отдам. Вот, так и получилось. Но Вячеслав Михайлович всегда старался, чтобы в его костюмах люди были красивые. Вот сегодня оделись красиво, потому что это патриарх моды, это большой маэстро. И он старался, чтобы русские люди, мужчины, говорит, особенно мужчины, говорит, женщины у нас красивые, у нас мужчины страшные, говорит, мужчины должны быть красивыми. Поэтому придумывают сюртуки красные или какие-то там. Вот костюм, например, если, знаете, как, сейчас покажу, как он сшит, он подчеркивает точно талию. То есть, если, например, у меня лишний вес, как вот у Баскова был лишний вес, и тоже вот шили ему костюм, он выделяет талию полностью. Вот. Все это видно. Вот. И ты вроде бы где-то толстенький, а вроде бы и худенький. Вот. Хотя все были стройные, красивые. И он очень любил, чтобы все люди были красивы. Поэтому это большая утрата, что его сейчас... И буквально недавно вот мы были с Бедросом Киркоровым, с моим другом, на его 85-летие. Вот буквально недавно, несколько месяцев назад. И такая печальная новость. Но Вячеслав Михайлович уже давно болел. Я сам его брал под руки, и он не мог перейти лестницу. Ему было очень тяжело. Он так разговаривал, двигался, но вот ему было тяжело перейти. Мы брали его под руки и просто поднимали. Вот его ребята, модели. Так что очень жаль, что его нет. Костюмы, конечно, останутся в памяти, в гардеробе, как экспонаты. Будем их хранить. Кстати, Вячеслав Михайлович говорил, костюм нельзя часто носить, он должен отдыхать. Вот вы сходили в этом костюме, и вот снимите этот костюм, пусть он отдыхает, его нельзя затаскивать. То есть он так уважительно относился к тому, что он делает. И он действительно был патриотом нашей страны, потому что он старался делать для людей. А что он делал? Он делал одежду, а он был модельером. Это наш Карден. И он настоящий патриот был, и патриотом останется в наших сердцах. Сегодня ушел из жизни, мы потеряли замечательного человека-легенду нашего времени. Человек, который был для всех не только душой, человек, который был для всех пример для подражания, с большим, огромным сердцем, настоящий, всегда улыбающийся и всегда поддерживающий всех, кому нужна его была помощь. Человек-талант, человек-легенда, человек-гений. Очень горько осознавать, что его больше нет, но он всегда останется в нашей памяти. И очень грустно, что он ушел от нас так неожиданно. Совсем недавно мы отмечали его день рождения, где он улыбался, фотографировался, очень сильно любил маленьких детей. И когда к нему подходили детки, он каждого прижимал к себе, обнимал.
как своего собственного ребенка. Ему вечная память, мы его будем помнить всегда в наших сердцах. Мы очень любим, очень ценим этого человека и никогда не забудем. И это не только моя любовь, а любовь всей России. Бедрос, а вы же часто виделись, вы вот и на 85-летнем юбилее у него были. Что он вам говорил, как он себя чувствовал вообще? Ну, чувствовал прекрасно, 75-летие, все было нормально. Тело Зайцева продолжит жить? Если Егор продолжит так, как отец, хотя бы 50%, думаю, будет все нормально. А каким он остался в вашей Что памяти? зависит дальше, кто будет кто будет уже, как называется, преемником. Потому что это надо сохранить, это надо знать, как работал он и каким был человеком. Тем более есть очень материалы хорошие. И кино, и телевидение. Надо учиться на это. Каким он остался в вашей памяти? Очень хороший и солнечный человек. Когда говорил с него, он всегда смотрел в глаза. А человек, который говоришь, и он смотрит тебя в глаза, то, что ты скажешь, он все запомнит. А если моргает туда-сюда, бегает. Филипп до сих пор хранит его первый Костюм до сих пор сидит в гардеробе. Право. И мне кажется, что с уходом таких великих людей уходит эпоха. Постольку это наше достояние. Столько, сколько он сделал для российской моды. На тот высокий уровень, на который он ее поднял, это вне всякого сомнения. Высота недосягаемая. И мне бы очень хотелось, чтобы дизайнеры, которые продолжат его дело, его ученики, которые продолжат его историю, укрепили корни российской моды и подняли ее еще на более высокий уровень. Вы сказали, что вас связывает дружба. Расскажите об этом подробнее. Ну, нас всех связывает дружба с российской модой, и мы все очень чтим традиции и память Вячеслава Михайловича Зайцева. Конечно, знал, конечно, общался. Он много сделал для нашего Щелковского района. Ну, довольно-таки долго проживал. Он, администрация Щелковского района выделила ему хороший участок на берегу моря. Был у него дома, очень гостеприимный, всегда отзывчивый. На все встречи, когда приглашала администрация, он с удовольствием присутствовал, никогда не отказывал. Он постоянно был в Огнево, проходили день поселка, он всегда там присутствовал, всегда участвовал в этих мероприятиях. Милый, добрый и хороший человек. То есть светлая только память? Да, пусть ему земля будет пухом. Спасибо большое. Этот человек смог все. Он смог красиво подать наше советское время, в котором я жила лично. Простите. И он смог хорошо и великолепно раскрыть историю и эстетику женщины в последних наших вот этих 10 лет новой России. Красный Диор, друг Кардена и Диора на равных... Диора нет, только Кардена. На равных с европейским модельерами Кутерье. В чем сила его была как художника, как создателя? Ну, сила художников в таланте. Это бесконечно талантливый художник раз, модельер 2, провидец, я имею в виду моды и дизайн 3. Это мощнейшая личность, которая дал Бог талант, дал Бог энергию и дал Бог такой свет, который он принес в нашу фэшн-индустрию и нес до последнего дня. Всегда встречал нас с улыбкой. И за то, что вы вообще дали возможность поработать с вами, за то, что дали возможность прикоснуться к вам, пообщаться с вами не как с далекими людьми, как общались как друзья практически, потому что он не чувствовал никакой разницы в возрасте, так же и не чувствовали мы. И он все время любил общаться с людьми, да, ему было немножко тяжело разговаривать, но он все равно переживал, я хочу общаться с людьми, но я боюсь что они меня не понимают. Вот. Вячеслав Михайлович, спасибо вам большое. Я очень рад, что вас знал, очень рад, что мы вас знали. И пусть у вас все будет хорошо.
И это безумно больно, что его больше с нами нет. Держитесь. Память о нем всегда будет с нами. Я очень рада, что вы воспитали колоссальное количество учеников, и ваш главный ученик Егор с достоинством продолжает ваши идеи, ваши линии, ваши силуэты, ваши цвета. И только он, и больше никто может славить ваше имя, ваш стиль, ваш дом. Спасибо вам большое. От лица всех моделей прошлых, бывших, будущих, как модель, которая была с Вячеславом Михайловичем в течение 27 лет. Вячеслав Михайлович, спасибо вам за нашу счастливую юность, за нашу карьеру честную, чистую, за то агентство, которое вы создали, которое выучило огромное количество поколения моделей. И Егор Вячеславович продолжает ваше дело и ведет его последние 20 лет. Спасибо вам, дорогой шеф. Покойтесь с миром. Егор, мои соболезнования. Этот человек приходил всегда на помощь детям, инвалидам. Ну вот так. Мы с ним очень много лет дружим. Он для меня живой человек. Когда я к нему обращался, то он сам просто звонил. Сергей, нужно что-то сделать, что-то помочь этим инвалидам. Все. Такого человека в Москве больше не было. Это только он. Это великий человек, великий художник, великий человек. У него сердце, душа, наверное, на всю нашу страну. Может быть, даже и больше, необъятно.